27. Вы смотрите проект «Выше всех». Здесь только самые смелые и сильные девчонки и мальчишки. Те, у кого вся неделя расписана по минутам, и они еле-еле нашли время приехать к нам в студию. Мы узнаем, как правильно распределять время и правильно расставлять приоритеты. «Выше всех» — это мотивационный проект для подростков. Если ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, творчеством, а школа для тебя — это не только источник знаний, но и платформа для самовыражения, тебе к нам. Каждую неделю «Выше всех» знакомят с одним героем, парнем или девушкой. Эти ребята оставили свои заявки в нашей официальной группе ВКонтакте. В конце сезона путем зрительского голосования мы определим победителя. Ему вселенское уважение, космический респект, аплодисменты планетарного масштаба и, конечно же, от нас крутой подарок. Фотосет с классом и памятные альбомы. Будь выше всех, звезды всегда заметны. Радомир, привет. Привет. Как дела, как настроение? Нормально, отлично, как обычно. Здорово. На сколько кружков ты ходишь? Где-то 8. Это театральный кружок, вокал, фортепиано, детская бизнес-академия, телешкола, гитара, рукопашный бой. И сейчас еще хочу записаться вот на футбол. Сразу возникает такой вопрос, как ты все это успеваешь? Да, в принципе, как-то легко. Может показаться, с одной стороны, то, что у меня каждая неделя как одна и та же, но поскольку на занятиях мы всегда что-то разное делаем, я не особо устаю, и у меня все по пунктикам. Твои кружки как-нибудь отражаются на учебе? Нет, практически никак, только в положительную сторону. Как это в положительную сторону? Допустим, как я начал ходить в театральный, я начал больше запоминать. Мне легче стало рассказывать стихи и, в принципе, выступать на сцене, потому что я в школе с 1 класса очень много выступаю, потому что на вокал я так давно хожу и часто пою. В анкете ты написал, что ты хочешь стать нейрохирургом, но твой любимый предмет в школе не биология, а трудоматематика. Тогда почему нейрохирург? Просто стала интересна эта профессия, потому что смотреть на эти все инструменты, всем этим уметь орудовать. Даже, я думаю, если я даже не стану нейрохирургом, но пойду учиться на медицинский, в любом случае это в жизни обязательно, мне кажется, как-то отразится. Почему ты ходишь на 8 кружков, если хочешь стать нейрохирургом? Это для просто развития для твоего? Ну, больше всего, да, потому что, как я считаю, жизнь не очень-то длинная, и надо попробовать как можно больше успеть. Я, кстати, знаю, что ты не ешь мясо. А почему? Это у меня с рождения. У меня невосприимчив животный белок. Не знаю почему. Я уже 11 лет так живу и нормально живу. Одно из моих хобби – это готовка. Чаще всего мы с друзьями собираемся на выходные и готовим пиццу. Пицца – это непростая. С одной стороны, она похожа на пиццу Маргариту, но при этом она не содержит в себе, не содержит в себе помидоров. Да. Поскольку я вегетарианец, я готовлю только вегетарианскую пиццу. Мои друзья на это не жалуются, им и так нравится. Им главное покушать, ну логично. Вот, поэтому мы любим кушать все, что дадут. Моя пицца готова. Приятного аппетита! У тебя, наверное, вообще нет свободного времени. Но если бы оно было, чем-то ты бы занялся? Ну, на самом деле, есть свободное время иногда. Чаще всего я занимаюсь собиранием кубика Рубика. А за сколько минут ты его собираешь? Или, может, у тебя какая-то есть тактика специальная, по которой ты там собираешь? Ну, там, вверх, влево, там, ну, не знаю. Ну, особой тактики никакой нету. Я действую в основном по алгоритмам. И всегда импровизация собираю я, примерно... Последний рекорд был 59 секунд. Так, поскольку я собираю не на время сейчас, то, в принципе, могу прямо уже начинать.
Ты долго учился? Нет, 2 дня. Тебе все так легко дается? Ну, не скажу, что прям все, но если я какое-то самообучение начинаю заниматься, то тогда, да, в принципе, мне легко дается. Дети спят, хозяйка дремлет, на палатях муж лежит. Буря воет, вдруг он внемлет. Кто-то там в окно стучит. Ты ходишь на театральные кружки уже сколько? Ну, 4-5 лет где-то. Я услышал, у нас в Михайловке есть театральный кружок, а я на самом деле на сцене очень давно хотела выступать. Именно не на школьной, а на какой-то большой, где больше аудитория, больше каких-то незнакомых людей. Самый первый спектакль это был «Комендант Снежной крепости». У меня там было аж 4 роли. Они, конечно, не самые главные были в этом спектакле, но при этом я почему-то был везде один на роли. Кого ты любишь играть? Ну вот в плане роли. В плане роли сейчас вот в новом спектакле, называется он «Белый задумчивый снег». Он посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. Я там рассказываю очень много стихов. У меня одна из главных, получается, ролей. Сразу пусть сюда, и мы тут все оглохнем. А почему мы оглохнем? Ну, наконец-то я вас нашел. У нас от тебя уже голова болит. Хватит стучать. Я не могу не стучать. Я знаю, что ты ходишь на рукопашный бой. Тебе нравится? Да. Почему ты решил записаться на рукопашный бой? Может, тебя кто-то в школе обижает? Да нет, даже не то, что из-за этого. Просто я уже во многие секции записывался. Самое долгое, именно из боевых как бы искусств или вообще, в принципе, спорта, самое долгое, наверное, это было у меня гребля на байдарке. Я туда ходил аж 1,5 года. Вот. Еще помимо этого записывался на смешанную борьбу и айкидо. Вот. Ну, рукопашный бой мне как-то посмотрела пару таких роликов и не увидела ничего вроде бы такого сложного и Решил записаться на рукопашный да, бой. решил записаться. Ты уже применял свои навыки в жизни? То есть, ну, Нет, да. пока что нет. Пока, слава богу, не пригодилось. Пока что. Понял, и не делаешь. Теперь держишь, смотри, как это сидеть. Также я знаю, ты занимаешься вокалом. Скажи, какие тебе песни больше всего нравятся? Которые ты слушаешь и которые ты исполняешь? Ну, на самом деле, я, можно так сказать, меломан. Я слушаю песни все подряд. У меня нет какого-то определенного жанра, который я слушаю. Но в основном мне нравится петь это Витаса. Многие говорят, что вот очень трудно петь, но для меня как-то с моим высоким голосом мне это не трудно. Вот, и песня «Улыбайся» — это успешная группа, если знаешь. Вот. Позитивная песня, я ее не скажу, что прям капец как люблю, но иногда в позитиве послушать нравится. А когда ты поешь, ты подыгрываешь себе на фортепиано? Ну, не во всех песнях, потому что я не знаю, они как в принципе исполняются, а некоторые вообще не исполняются на фортепиано. Но одну песню называется «Бандитский Петербург». Я ее вообще сначала начал играть на фортепиано, но потом я как-то выучил слова и уже играю и пою. Это легче запоминается. Аккомпанируй, чуть тише играем. Поехали. Буквально 3 месяца назад мне купили синтезатор. Я пока учусь на нем играть, еще не знаю все его возможности, но сейчас я постараюсь что-нибудь исполнить.
Я знаю, у тебя есть еще один талант, ты пародируешь животных. Как это вообще так получилось, что ты начал пародировать животных? Ну, на самом деле, это случилось где-то, когда мне было 4-5 лет. Мы ездили в святое место, называется Аркаим. И там, когда мы проходили мимо лошадей, просто заржал конь. В твою сторону. Да-да-да. Вот. И я это спародировал. И после вот этого случая у меня начались такие вот таланты проявляться. Кого тебе показать? Ну, давай, кого хочешь. Ну, допустим, давай дельфина. Здорово. Здорово, круто. Ну и еще, так можно сказать, мое успешное направление – это детская бизнес-академия. Я в прошлом году защищала свой первый проект, можно сказать. Это про робототехнику, перевозную мини-станцию. А на это, наверное, ушло много финансов. Если у тебя хороший проект, его оценивают, жюри очень хорошо, то тогда тебе дают определенные финансы, сколько тебе вот надо, допустим. Ну, то есть развивают юных талантов, да? Да-да-да. Здорово. Мое портфолио. Тут все начиная с 1 класса. Отсюда начинается, как мне кажется, все самое интересное. Тут все мои грамоты. Тут висит моя медаль за первое место в соревнованиях по плаванию. Я проплыл 100 метров за 10 секунд. Ты в анкете написал, что ты не любишь скучать и обижаться. Неужели у тебя есть время скучать? Скучать, ну, поверь мне, есть. Когда, допустим, у меня суббота и воскресенье, это не очень загруженные такие дни, поскольку это выходные. Вот. А вот что насчет ты не любишь обижаться? Как у тебя отношения с одноклассниками? Я это написал не из-за одноклассников, больше из-за всех людей, которые пытаются как-то меня обидеть. Обижаться тоже не делаю. Я стараюсь научить это своих друзей, потому что они часто друг на друга почему-то обижаются. Какие у тебя планы на ближайшее будущее? Научиться как можно быстрее еще собирать кубик Рубик, поучаствовать в вашем проекте, ну и, может быть, выступить в еще каких-то конкурсах. Ты уже в нашем проекте, ты уже одну цель достиг. Желаю тебе удачи. Спасибо. Радомир на всех праздниках поет «Калинку-малинку». Это прикольно. Радомир всех угощает вкусненьким. Радомир может поднять любому настроение, и он классно пародирует других артистов. Я с Радомиром всегда выступаю на сцене. Он хороший напарник. С ним очень весело. Голосуйте за меня, потому что... Радомир Усманов берет от жизни все и идет только вперед. И утверждает, что пути назад нет. И мы с ним согласны. Он достоин быть выше всех.